Вот такой элемент новогоднего настроения в серьезной политической новости у нас. Дело в том, что антироссийские лозунги у ряда грузинских политиков экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала обидой. По ее мнению, некоторые политические деятели таким образом пытаются повысить свою популярность. Хотя это и может нанести им самим имиджевые потери, в этом уверена абсолютно Нино Бурджанадзе, но среди молодежи антироссийские настроения столь сильны, что вряд ли можно еще что-то изменить. На связи со студией «Радио Спутник» грузинский публицист, журналист и политолог Арно Хидербегишвили. Арно, приветствуем вас. Добрый вечер. С Новым годом. Поздравляю вас и ваших слушателей. Спасибо, вас тоже. С Новым годом, Арно. Ну вот вы как оцениваете заявление Нино Бурджанадзе? На самом деле все так плохо? Нет, все очень просто. Нино Бурджанадзе всегда была сторонницей вступления Грузии в НАТО, всегда была правой рукой Саакашвили, и все, что она разыгрывала эти годы, якобы она является сторонницей примирения с Кремлем, это все была игра под диктовку Саакашвили. Она возглавила объединенную оппозицию Саакашвили, но так как свергнуть действующую власть под лидер Иванишвили не удалось. Она сейчас ищет всяческие пути, дорожки возвращения в Кремль, в Москву, опять напрашивается на интерес, на то, чтобы ее принимали. И самое странное и отвратительное, что это может снова произойти. Значит, своей главной противницей она всегда видела и видит нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. И после того, как наш президент сказал о необходимости диалога с Москвой, Бурджанадзе по телевидению обвинила ее в тайной работе на Кремль, в коллаборационизме. Это была реакцией на то, что Зурабишвили поддержала инициативу Эрдогана о Кавказской платформе. То есть, когда на Южном Кавказе, кроме Грузии, Армении и Азербайджана, игроками становятся Россия, Турция и Иран. Кроме того, она постоянный гость у тех телеведущих и у телекомпании Саакашвили, которые в прошлом году последними словами в прямом эфире, уличными словами материли президента Путина и оскверняли могилы его родителей. Бурджанадзе открыто заявила недавно по телевидению, что раз тайный агент Кремля в Грузии, партия Альянс патриотов, это Ирма Инашвили, тоже признала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными, значит, Москва дала тайное добро на свержение действующей власти в Грузии. Вот такую, значит, она политику ведет, подрывную, но этот саботаж и видит простой народ, и, значит, отвращение к лидеру, который много раз менял свои позиции, добавляется и то, что она сегодня стоит рядом с откровенными уголовниками-убийцами, которые командовали военной трагедией, провокацией в августе 2008 года. Это бывшие командующие, прокуроры, министры власти Саакашвили, такие как Угруашвили, мэр города Угулава, секретарь Совбеза Бокере и все остальные. Сегодня рука об руку. И практически она сегодня возглавляет оппозицию, которую покинули все здравомыслящие люди, в том числе Григол Важадзе, значит, супруг Ананиашвили, который чуть ли не стал президентом, был кандидатом в президенты. Арно, у нас, к сожалению, время подошло к концу прямого эфира. Спасибо вам за комментарии. Арно Хидербегишвили, грузинский публицист, журналист и политолог, прокомментировал нам ситуацию по Грузии. Для вас работали 1 января Дарья Чередник. Никита Воронков. Спасибо.